Баршаңза ассалому алейкум. Всем доброго дня, мир вашему дому. Сегодня мы вам покажем и расскажем, что значит быть казахом. Искусство быть казахом. В числе казахских слов особого интереса заслуживает слово «асраб». Оно имеет арабские корни «исраф» и означает «расточительность». Казахские слова – это не просто бездушные единицы для именования предметов, но и целые галактики, образующие вселенную нашей культуры. Мало кто из других народов может похвастаться этим. Казахи говорят «асраб кылма», «асраб итпе». И эти слова не просто отсылают вдумчивого человека к влиянию исламской культуры на быт и мировоззрение казахов, но имеют еще и глубокое практическое значение. Я часто вижу, как люди не выключают за собой воду в общественных туалетах. Никто не скажет вам точно, сколько воды утекает впустую, пока совсем рядом сельские жители испытывают ее дефицит. Стоит ли уважать организации, у которых в уборных стоят неисправные смесители, которые понапрасну расходуют воду? Судыңда сұрауы бар, гласит казахская мудрость. Я знаю, что исправление чужой ошибки мне обязательно зачтется, потому что так повелось со времен мудрых предков, познавших гармонию. Но это еще не все. Весь смак в том, что ты, будучи волен поступать как заблагорассудится, открываешь воду в полсилы, в полтора напора, чтобы она текла струею тонкую и ни одна капля не была бы потрачена зря, пока ты моешь намыленную руку, чувствуя каждую ее пору, каждую клетку. Еще одним недооцененным благом является свет, иначе электричество. Часто ли вам приходится выключать его за другим? Я не имею в виду у вас в доме, поскольку в этом случае вы платите из своего кармана. Я говорю в общественных местах. Если нет, и более того, вы об этом не задумываетесь, то мне становится жаль вас, потому что вы наверняка жалеете своим детям лучшего будущего, но не считаете нужным шелохнуться, чтобы его приблизить и создать. Весь мир ежегодно в марте проводит флешмоб под названием «Час Земли». Суть его заключается в том, что частные лица и организации призывают выключить свет, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата. Казахстан, падкий на флешмобы, в последние годы также пристрастился к рубильнику. Это весело, но из той же оперы, когда о ветеранах вспоминают накануне Дня Победы. Корень проблемы заключается в том, что нынешнее поколение подзабыло свои мелкие традиции, формирующие целостность нации. Мы знаем мотив Адая, но не всегда сможем ответить, что такое асраб. Изобретательность миллионов сторонников глобальных флешмобов иногда не стоит мудрости нескольких казахских старцев. Или вот еще, казахский этикет, который отдельно намекает на асраб кылма, гласит: «Жаманнан жарты қасық ас қалады, плохой оставит полложки еды. Жақсы тамақ қалғанша, жаман қарын қақ жарылсын. Пусть лопнет презренное пузо, чем хорошая еда пропадет». Посетите городские кофейни, увидите оставленные столики с недоеденными тирамису. Посетите рестораны, увидите молодежь, орудующую вилкой, зажатой в левой руке. Разумеется, речь не идет о левшах. Я вспоминаю первые встречи с моей теперешней супругой, когда мы оба в плену застенчивости предпочитали не доедать с наших тарелок вопреки вышеперечисленным нормам казахского этикета, будучи являясь носителями идентичного культурного кода. Чего мы добивались? Не показаться друг другу неполноценными и некультурными, променяв собственную культуру на навязанную. Мы были молоды, мы смогли сами осознать это, и потому нам простительно. Хотя ситуация глупая и смешная. О, казахи мои, мой бедный народ!
Из таких мелочей, по сути, состоит большая культура и судьба сильного государства. Эти мелочи первыми принимают на себя удары глобализации и чаще всего проигрывают, а общество следом хереет. Осознание такой мелочи дает человека благодарным, позволяет скорее обрести гармонию и найти свое место в жизни. В более масштабной форме асраб выражается словами Абая, называется бикер мал-шашу, напрасное сорение средствами. Когда сейчас видишь то, о чем казахский Нострадамус Монкиби предрекал еще в 17 веке, халыққа бір тиын пайдасы жоқ, ай сайын бас қосқан жиын болады. Каждый месяц будет проводиться собрание, бесполезное для народа. Поневоле начинаешь осознавать, что болен не отдельный индивид, но и все общество в целом. Знание этих мелочей, исследование им на выходе дает казах. Это как японская чайная церемония. Много деталей, непонятных стороннему человеку, но всегда целостность и глубина, сохраняющую нацию, завораживающая и вызывающая восхищение у других. В этом контексте быть казахом – это искусство, которое постигается в течение всей жизни. Если вам понравилось видео, прошу вас, поставьте лайк. А если не понравилось видео, прошу вас, поставьте дизлайк. А также прошу вас, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого видео. Нам важно знать ваше мнение. Мы стараемся для вас делать интересные видео. Всех благодарю, что были с нами. Всем желаю крепкого здоровья и удачи. До новых встреч, друзья!